Несколько месяцев, как наша республика борется с пандемией. В эпицентре борьбы медицинские работники. И судя по толпам людей, ежедневно гуляющих по улицам, работы у врачей будет еще немало. К счастью, есть и обратные примеры. По Владикавказу развесили баннеры с благодарностью в адрес медиков. В первую очередь это касается опытных врачей с большим стажем. Но борются с коронавирусом и те, кто помладше. Тему продолжит мой коллега Батраст Загуров. Никому из этих ребят нет еще и 25 лет. Они могли бы спокойно продолжать свое обучение дистанционно, никто не заставлял их идти на передовую. Но они здесь, в КБСП, работают в грязной зоне, и их помощь пришлась как нельзя кстати. Курбан, Али, Джумбер и Вероника учатся в медицинском колледже на одном курсе, а Мария – студентка медицинской академии. Когда больницам республики понадобилась помощь, они сразу пошли добровольцами. Я работаю дезинфектором. Наша обязанность – это защищать коллег, то есть санитаров, медсестер и врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. То есть мы их одеваем, раздеваем, также дезинфицируем. То есть костюм, который вы видите на мне, приблизительно в таком виде они заходят вовнутрь. Каждые несколько часов дезинфекторы помогают медперсоналу надевать и снимать противочумные костюмы. Именно они отвечают за безопасность сотрудников в грязной зоне. Расскажите, как дома отнеслись к вашему решению? Изначально были родители против насчет этой работы, но со временем уже поняли, что нам нужно для опыта дальнейшего. А сами не жалели, что пришли? Нет, не пожалели. Для нас это практика и большой хороший опыт для дальнейшей работы. На ребятах лежит огромная ответственность, но это и помогает справляться с тяжелой работой. Расскажите, насколько трудная эта работа? На самом деле эта работа очень тяжелая, то есть в течение суток, как было уже сказано, мы работаем вчетвером, то есть помогаем друг другу. Мы работаем на строе однокурсников, то есть мы студенты медицинского колледжа Северостинского. И у меня со мной работает моя близкая подруга Мария. Вот. Это как физическая помощь, так и моральная и, конечно же, поддержка. Виктория с детства хотела помогать людям, поэтому пошла учиться в медакадемию. Вступила в благотворительное движение «Волонтеры-медики», и когда началась пандемия, сомнений у девушки не было. На работу сюда устроилась в качестве медицинской сестры, так как у меня есть уже сертификат, который позволяет официально устроиться и работать. Что мы делаем? Это все назначения врачей, то есть все инъекции, манипуляции, это анализы собираем, уколы, капельницы, таблетки раздаем. То есть все назначения, которые выписывает врач, мы это все делаем. С первого дежурства, если вспомнить, то очень непривычно было находиться в этом костюме, так как он полностью закрыт, респиратор, очки и так далее. И тяжело было дышать, жарко, неудобно. Но потом уже даже второе дежурство было намного легче. Уже привыкаешь, все равно это, приспосабливаешься ко всему. И, в принципе, можно спокойно работать. Конечно, устаем, да, очень устаем, но оно, надеюсь, этого стоит. Виктория не единственный медработник в семье. Ее мама, Марина, работает акушеркой более 30 лет. Она трудится в родильном отделении правобережной клинической больницы города Беслана. С конца марта там принимают только рожениц с коронавирусом. Нужна помощь в родах, мы идем принимать роды. Нужна операция, для такой женщины оперируем. Стараемся все делать вовремя. А так, те больные, которые у нас находятся, они, конечно, для каждой из них нужно повышенное внимание, потому что женщины, многие беременные вообще очень ранимые женщины, да, а когда они с таким заболеванием поступают, конечно, они очень взволнованы, они очень бывают морально подавлены. Стараешься как-то их приводить в чувство, чтобы они себя комфортно чувствовали, и поэтому, конечно, им нужно максимальное внимание, и уход за ними нужен. За себя Марина не боится, а отпустить дочь на работу в грязную зону было нелегко. Я понимаю тех родителей, которые отпускают. Мы сами тоже Вику очень долго не отпускали. Она нас с первых дней просила, но мы были категорически против, потому что понимали, что здесь есть опасность для здоровья моего ребенка. Да, это очень непросто отпустить ребенка в такую зону. Поэтому я хочу всем детям сказать, как мама, огромное спасибо. Работы много и у мамы, и у дочери, но в период пандемии иначе никак. С родственниками, соответственно, стали видеться меньше, реже, практически, можно сказать, не видимся.
с племянниками, с внуками. Вот. С друзьями тоже реже стали видеться, потому что и времени нет, и как бы я не хочу подвергать их риску, и лучше пока прервать наши встречи. Вот. А сами дома между собой? Ну, а дома между собой получается, что мы по 2 суток с Викой не видимся, потому что одни сутки она заступает, вторые сутки я заступаю, и там один денечек у нас получается, и вот только опять, этот да? день, и опять заступаем, да, то она, то я. Ну, меньше, конечно, стали видеться. Вот. Ну, что делать? Такое время. Наш земляк Казбек Гапаров учится в одном из престижнейших вузов страны – Московском медуниверситете имени Сеченова. Когда вуз закрыли на карантин, Казбек в тот же день вернулся в Осетию. Дома я находился на дистанционном обучении где-то около месяца, и 26 апреля решил выйти на работу в КБСП. И кем ты вышел туда? В качестве медбрата реанимационного отделения. Как дома отнеслись вообще к твоему желанию, когда ты сам решил пойти? Ну, конечно, родители не хотели отпускать единственного сына идти работать с инфекцией, такой опасной, в принципе. Но, конечно, они поддержали. Помогать все-таки нужно. Персонала не хватало. Ну, расскажи, что самое сложное было в работе? С чем самый сложный столкнулся? Ну, наверное, привыкнуть к этому костюму, работать в маске, которая постоянно запотевала, потом в толстых перчатках, в которых практически ничего не чувствуется, и даже поставить пациенту вену очень сложно. Казбек проработал в КБСП месяц. Затем его с коллегами перевели в РКБ. Там открыли второе реанимационное отделение. Сейчас в нашем отделении работает всего 2 реанимационных зала, потому что оно буквально на днях открылось, но, как нам говорит руководство, уже с понедельника будет пополнение кадров, к нам придут работники самого РКБ, может, еще кого-то с КБСП переведут, но факт в том, что нас станет больше. Работая бок о бок с лучшими медиками республики, Казбек проходит боевое крещение. И таких, как он, много. Хотя ребятам еще предстоит получить дипломы, свой главный экзамен они доблестно сдают прямо сейчас. Батрас Загуров, Давид Битиев, Александр Левченко, Дзираса Кортьева, Олеся Разбитнова специально для программы «В итоге».